Вітаю вас на телеканалі АТР. Мене звати Ірина Ромалійська. В ефірі програма «Шанс», що з кримсько-татарською перекладається як «вечір». Гость цієї години – Цвій Аріелі, в минулому інструктор, військовий експерт, можна і так казати. Вітаю вас. Вітаю. Але говорити ми будемо про ситуацію, яка склалася навколо видворення з країни грузинів, бо саме ви запостили той пост у Фейсбуці з закликом до українських журналістів досить мовчати, треба говорити. Неоднократно постил, и прежде всего хочу сказать, что я вам благодарен именно вашему телеканалу, который меня пригласил вчера. То есть еще до того, как я запостил на самом деле этот пост. Намагаємося слідкувати за всіма подіями, що стаються Україною. Тож, останнім часом видворені з країни Михайло Абзянідзе, Георгій Рубашвілі і Давід Макішвілі. До речі, з самим Давідом будемо намагатися зв'язатися протягом всього ефіру. Він нам обіцяв вийти на зв'язок, на скайп-зв'язок. І сьогодні екс-губернатор Одеської області, колишній очільник Грузії Михаїл Саакашвілі вимагав від генпрокурора Юрія Луценка порушити кримінальну справу і покарати Національну гвардію, яка, за його думку, відповідала за цю спецоперацію. Тож, давайте почнемо з того, що вам відомо про ці видворення. Ну, знаете, я не знаком с двумя другими грузинскими гражданами и жителями Украины, которых выдворили таким образом из страны. Но я хорошо знаком с Давидом Макишвили. Мы с 2014 года, с лета вместе работали и посещали большое количество прифронтовых зон, практически по всей линии фронта. Ездили и тренировали различные подразделения, бойцов, командиров и так далее. Также он это делал без меня. Тобто він був інструктором тут? Он был с инструктором и бойцом. То есть он одновременно принимал участие в боевых действиях. В то время, когда мы с ним находились несколько месяцев в спецназе милиции Луганской области, он непосредственно был ранен, это было при мне. Они противостояли, поймали, можно сказать, диверсионную российскую группу, которая переплывала на лодках через реку под Северодонецком, и часть их бойцов уничтожили. Несколько наших было ранено, в том числе Давид. То есть это происходило при мне. Я с ним жил в соседних комнатах, в заброшенных зданиях и так далее. То есть я его хорошо знаю. То есть безусловно. Несмотря на то, что я не знаю двух других, Давида я знаю хорошо. И именно поэтому это меня настолько возмутило, несмотря на то, что я не отношусь к оппозиции никаким образом. Но меня это просто этот факт, что такого человека, командира бригады, полковника Давида Макишвили, который служил в французском легионе и имеет огромный... То есть это чисто военный человек, он до мозга костей военный, то есть вот именно полковник. А як саме його вибрали? Ну, очень просто. То есть его просто поймали на улице Горького. Остановилась рядом с ним Volkswagen, фургон синего цвета с немецкими номерами. И Давид говорит, я смотрю на машину, что-то мне кажется, что-то не то. Говорит, повернулся, смотрю на нее, в это время открывается... Он стоял на красной, ждал, хотел перейти дорогу. Открывается дверь, выбегают люди в форме горка с автоматами. Кричат ему: ложись, сука. Говорит, я посмотрел в другую сторону, думал, это кому-то другому кричать. Да, говорит, поворачивают, в это время ко мне подбегают, кричат, продолжают кричать: ложись, там бьют, надевают мешок на голову, сажают наручники, сажают в фургон, везут куда-то. Как оказалось позже, это был аэропорт Джулианы, где его посадили на борт, государственный борт, на самолет, и вывезли в Грузию в течение нескольких минут привезли еще двух других грузинских граждан, в том числе... Кого саме? Оце Рубашвили та Абзянидзе? Да, один из них, как известно, как мы все видели из пресс-конференции Саакашвили, у него тут дети и жена, то есть он тут не со вчера
Вот, все они были абсолютно законны. Давід Абзянідзе, колишній водій Михайла Саакашвілі. Це за даними самого Михайла Саакашвілі, був схоплений прямо на вулиці, коли вийшов в аптеку за ліками. Так він справді пише, що, ну точніше говорить Михайло Саакашвілі, що в нього тут дружина, українка, маленька дочка, їй всього 4 місяці. І що йому анулювали дозвіл на проживання. А от інший, Георгій Рубашвілі, служив начальником охорони експрезидента Грузії, але за твердженням самого експрезидента до нього більше відношення не мав зараз. Їх посадили... Давида было постоянный вид на жительство. То есть у него был как паспорт, такой украинский документ, постоянный, я извиняюсь, не постоянный, временный вид на жительство, который был еще годен, там определенное количество времени, это я знаю. То есть он тут пребывал абсолютно легально. Їх посадили на борт, що далі? После этого ну, с них не снимали наручники. Я так понял, что на какое-то время сняли мешок с головы. Одного из них приковали несколькими парами наручниками к сиденью и обмотали изолентой всего. Вот, и они в течение 3,5 часов летели в Грузию. То есть им уже где-то через час, сначала не хотели с ними говорить, потом через час сказали, да, вы летите в Грузию. Вот, они прилетели в Грузию, летели, судя по всему, через Черное море, потому что летели около... 3,5 години, так? Да, и когда они вышли, к ним подошла грузинская полиция, попросили документы, они не смогли предоставить документы, потому что их у них не было. Грузинская полиция спросила, как вас без документов тогда сюда, кто вы такие вообще, ребята? Вот. А, тобто їх висадили з літака і йдіть? Чи як? Ну, как бы их же схватили, у них не было с собой А далі з паспорта. літака. Угу. Вот. И, соответственно, ну, их депортировали незаконно. То есть ну, у них не было даже документов с собой. Вот. Одному из них вручили его паспорт с аннуляцией въезда в Украину на 5 лет. Из самолета их выпустили, они просто встретились с местной полицией в Грузии? Да, выпустили, То есть да. их там не приняли тамошние силовики? Их там не арестовывали, ничего с ними не сделали, их там просто проверили, ну, спросили, как вас, там пожали плечами, я так понял, и отпустили на все 4 стороны, они пошли домой. Про цю ситуацію сьогодні розпитували наші журналісти Давіда Сакваралідзе, колишнього заступника Генпрокурора України та першого заступника в минулому головного прокурора Грузії. Давайте почуємо, що нам сказав Давід Сакваралідзе про це. Депортировали троих. Их уже депортировали спецрейсом. Они взяли самолет Национальной гвардии, спецрейс, посадили только 3 грузин, которые якобы собирались провернуть государственный переворот, и депортировали в Грузию. А что касается ребят, это посыл и сигнал, мафиозный сигнал, и по-другому это невозможно назвать, нам, Саакашвили в частности, что вот я могу идти на такой беспредел. И за тяжелое уголовное, особо тяжелое уголовное преступление, за попытку или подготовку государственного переворота, Юрий Витальевич Луценко применяет депортацию. Не допросив даже ни одного из них, хотя бы спросили бы, допросили бы, ребята, вы хотели свергнуть Порошенко, или у вас есть оружие, или нет оружия. И оказывается, депортация – это самое такое жесткое наказание и мера покарания, которое использует генеральный прокурор. Це був Давід Сакваралідзе, в минулому заступник Генерального прокурора України, в минулому прокурор Одеської області за часів, коли губернатором Одеської області був Михайл Саакашвілі. Ну а до того він був першим заступником головного прокурора Грузії. У нас в студії Цві Аріелі. Цві, а як ви вважаєте, чи можливо ви знаєте про це щось? Чи готував Михайло Саакашвілі якісь повалення державного строю України? Саакашвили или Давид? Ні, Михайло Макішвілі. Давид, я понял. Давид Макішвілі, Да, вибачте. смотрите, ну, я не могу ничего про это сказать, потому что я не следил за его действиями. То есть я говорю просто тут нахожусь как его друг, как человек, который его хорошо знает. Вот. Я не знаю, что он думал, о чем он говорил там, и так далее. Мне кажется, что это абсолютно
вообще незаконным и возмутительным то, что в течение трех суток после того, как вооруженные люди в центре Киева выкрадывают 3 людей, и вообще нету никаких известий о том, что кто это, за что. Обычно, когда происходит подобное, арестовывает кого-то, какой-то СБУ обычно очень быстро выкидывает компромат, да, какие-то нарезанные там переговоры или какие-то видео там. Тут не было ничего. Ви маєте на увазі, пояснюють суспільству, що відбулося. Через 3 дня пан Луценко говорить, що давайте ми зараз почуємо, що говорить пан Луценко, бо ми сьогодні зверталися до речниці СБУ Олени Гітлянської. Вона нам відмовилась давати коментар, посилаючись на те, що не дуже в курсі цієї справи. Ми зверталися до речника МВС Артема Шевченка. Він переадресував на ті слова, що сказав Генеральний прокурор. Ми зверталися до міграційної служби. Їх речник Сергій Гонько відмовився нам також додавати якусь інформацію. Ну, а от Юрій Луценко сьогодні трохи проговорив про цю справу з журналістами. Давайте послухаємо, що сказав Генеральний прокурор. На цей момент можу сказати лише одне. Михайло Саакашвілі дійсно опирається на вузьке коло екстремістів грузинського та українського походження. Причому перших грузинів він пробував легалізувати в Україні, будучи головою державної одеської адміністрації. У мене в руках подання, які він примусив підписати своїх підлеглих, комунальна установа Одеський обласний навчально-методичний центр закладів культури і мистецтва Одеса, вулиця Польська, яка звертається до Державної міграційної служби в Одеській області оформити посвідку на тимчасове проживання іноземцю, який прибув в Україну з метою проведення культурної діяльності. Ось таке подання. Це подання на діяча культури Амірова Джангіра. Ще одне подання, аналогічне абсолютно, на ще одного діяча культури Цинцадзе Зураба. Ще одне подання на ще одного діяча культури Рубашвілі Георгія. Всього таких посвідчень було видано 20 особам грузинів, які мали займатися культурною діяльністю в Україні. Натомість частина з них виконувала, як тепер так дуже елегантно висловлюється оточення Саакашвілі, господарсько-адміністративні функції біля свого лідера Михайла Саакашвілі. Власне, виконувала функцію його водіїв, охоронців, помічників. Інші були влаштовані на специфічні посади в одеській митниці. При цьому багато з них користувалися, згідно даними правоохоронців, службовим транспортом обласної державної адміністрації, за яку вони, діячі культури, не платили. Генеральний прокурор Юрій Луценко також заявив, що ці люди, про яких він говорив, та ще кілька людей готували державний переворот в Україні. Ну і його прес-секретарка Лариса Сарган пізніше написала на своїй сторінці у Фейсбуці, що прокуратура готує видворення ще 20 громадян Грузії з України. Вам відомо, до речі, цві, хто саме ще буде? Я без понятия. Мне просто на самом деле смешно эту речь слушать, потому что я прекрасно помню 2014 год, я сам активное участие принимал, в том числе в тренировках подразделений различных. Вот. И когда меня просили приехать, никто не спрашивал, какой у меня статус, да, имею ли я право вообще кого-то тренировать, да, на території України. Ну, це тоді 14, а зараз у вас, до речі, який статус? Ну, я гражданин Украины, да, громадянство отримала, да, но опять же, давайте так, то есть не было в законе, не было прописано, что, допустим, может кто-то воевать там на стороне Украины, кто там, грузинский гражданин или там израильский гражданин и так далее, и так далее. То есть такого не было прописано. Поэтому, начиная как бы поднимать наружу данные о том, как тот или иной деятель или там волонтер и так далее, ну, меня конкретно вот интересует Давид.
каким образом, какой он легальный статус имел, участвуя в непосредственных боестолкновениях, освобождая украинские города, согласитесь, это, по-моему, несколько вообще безглуздо. Ну, але ж це мова йде за 14 рік, так? Ну, за 14, ну, добре, 15, ну, а зараз вже 17 Ну, рік. как вы считаете, Давайте- если человек 14-15, окей, хорошо, в 15 году, допустим, вот он год провоевал, провел на фронте, в 15 году ему надо как-то легализовать, если он хочет продолжать тут Давайте находиться, или надо поступить с ним так же, как с остальными? То есть не Давайте дать ми ему ничего. продовжимо цю розмову з самим Давідом Акішвілі і запитаємо в нього, який же статус. Давід, вітаємо вас в нашому ефірі. Приветствую вас, добрый вечер. Давид, Спасибо скажите, вы находитесь сейчас в Грузии. Какой ваш статус в Грузии? Во-первых, я хочу вас поблагодарить. Вы первый канал в сегодняшний день, который отпались и связались со мной и хотите смотреть проблему, которая произошла 3 дня тому назад. Спасибо вам, что Сейчас я вышли на нахожусь. связь. Сейчас я нахожусь в Грузии. Как вы понимаете, меня депортировали. Это не был депорт, меня похитили прямо с улицы и доставили спецрейсом в Грузии. Нахожусь я сейчас в данный момент, и мои грузинские адвокаты юридически это все оформляют документы и хотят подать в суд, в Страсбургский суд. Мы пытались подать документы в украинское посольство, но украинское посольство нам отказало и сказала, что обращайтесь прямо в Украину, в Киев. Вот. И я встречаюсь с людьми, которые хотят выяснить это все обстоятельства и помочь мне в данный момент. И моим друзьям, которых депортировали, похитили и доставили в Грузию вместе со мной. Давид, из тех слов, которые мы могли слышать из высказывания Юрия Луценко, генерального прокурора, можно предположить, что эти высказывания касались и вас непосредственно, о том, что вы с другими людьми готовили государственный переворот в Украине. Что вы можете сказать на такие обвинения? Во-первых, я внимательно слушался с интервью пана Луценко. Он может пересмотреть свои документы и удостовериться о том, что я не получал вид на жительство официально в Одесской области, и мне лично Михаил Саакашвили не помогал в этом. Во-вторых, как вы думаете, как я мог участвовать в перевороте, если я не политик, во-первых? Я никогда не участвовал в политике, и это не мое хобби. Я не участвовал ни в одном акции, ни на одном митинге, потому что я человек военный, вполне аполитичный человек. Если я защищал Украину, если я защищал страну, я воевал за Украину. Но для меня это неприемлемо, что сейчас говорят, что я вроде бы хотел сделать переворот. Но если я хотел и готовился к перевороту, почему меня похитили с улицы прямо и доставили в Тбилиси? Давид, у тебя схрона оружия не было? Схронов оружия у тебя? Почему меня не допросили? Почему с меня не взяли? Почему, я не знаю, со мной никто не разговаривал, даже на борту самолета. Меня так доставили, я до конца не знал, я их лично. Тут у нас Давид в студии находится Цви Ариэль, возможно, вы его не слышали. Он иронично спрашивает, не было ли у вас схрона оружия где-нибудь? Нет, у меня схрона оружия не было. Я так послушный человек, и я понимаю, что ношение и хранение нелегального оружия это карается законом везде. Чем вы Так что у меня занимались? схрона оружия. Чем вы занимались в последнее время после того, как вернулись из зоны АТО? После того, что я был ранен во время боевых действий в Артемовске, под Артемовском в село Зайцево, после того, что мне надо было пройти лечебный курс, я приехал в Киеве, и после этого я жил в Киеве. Вот. Я участвовал в проекте «Патриот», где люди с военным образованием создавали концепцию для Национальной гвардии на переходе в натовских стандартах. Я в параллельном режиме участвовал в создании вот этих натовских концепций, в том числе о создании Национальной гвардии сержантского института и концепции сержанта. В параллельном режиме
это я не скрываю, я дружу с Михаилом Саакашвили, потому что я его давно знаю. Он был президентом, я был командующим бригадой грузинской армии, и мне часто приходилось с ним общаться, потому что он был верховным главнокомандующим. И у меня с ним отношения были. И в последнее время он мне попросил, что помочь организовать охрану, просто проконсультировать личную охрану. Я просто консультировал Охрану самого личную охрану. Саакашвили. И они... Охрану самого Саакашвили вы имеете в виду? Да. Я просто планировал маршруты во время его передвижения и оценивал риски. Вот это... А скажите, пожалуйста, Давид, а какова была ваша роль вот в событиях на украинско-польской границе во время так называемого прорыва границы Саакашвили и его сторонниками? Я могу вам подтвердить, что я находился тогда с польской стороны. Вот. С польской стороны и зашли на территорию Украины? Да, я заходил. После этого мне придали протокол пограничная служба, где они подали в суд против меня. И 3 ноября во Львове должно пройти судебное заседание, где я должен присутствовать. Но я нахожусь в Грузии, меня просто похитили и выдворили из страны. А в этом протоколе вам вменяют незаконное пересечение границы или организацию незаконного пересечения границы и уже уголовное? Нет, это не уголовное, это чисто административное. Незаконное пересечение границы, правильно я понимаю? Окей, что вы будете делать дальше? Будете пытаться вернуться в Украину или... Вы знаете, мне очень обидно, потому что я Украину считал своей вторую родину. И для меня близкая страна. И я думаю, что просто в отношении со мной поступили очень неадекватно, это было несправедливо. Просто можно было меня позвать и сказать, что вы можете покинуть страну, потому что вы должны покинуть страну. Но я же вас уверяю, у меня 3 ноября официально суд во Львове. Как я мог покинуть страну и стать перед судом? Это же было гораздо хуже для меня. Да. Так будете пытаться вернуться? Да, я... Вот не слышим, к сожалению. По всей видимости, Давид, начал, по крайней мере, мы услышали только «да». Давид, если вы нас еще слышите, попробуйте еще рассказать, будете ли вы возвращаться? Да, конечно, я буду возвращаться, потому что мы сейчас, мой адвокат, который находится в Киеве, он юридически делает все шаги, и адвокат, который у меня есть в Грузии, он тоже юридически мы проходим все степени, чтобы восстановить справедливость, чтобы я вернулся в Украину. Чтобы я мог вернуться в Украину, понимаете? И последнее, известно ли вам вот о тех случаях, о которых говорил Юрий Луценко в своем выступлении, что сторонников Саакашвили легализовали здесь как представителей культуры и искусства, хотя таковыми они на самом деле не являлись? Я ничего не могу сказать, для меня этот факт неизвестен. Я вам говорю, что вид на жительство я получал в Киеве, и до этого я получал в Киеве, полны на законном основании. Я первое вид на жительство получал, потому что я официально был назначен в Национальной гвардии, официально, как гражданский сотрудник. Мне выдавала Национальная гвардия, потом и на этой основе я получал вид на жительство. Так что для меня неизвестно об этом списке. В этом списке моя фамілія 100% не буде, я уверен. Дякую вам дуже. Давид Макішвілі був з нами на прямому зв'язку з Грузії. Це людину, яку депортували, хоча от за словами і його, і Цві просто викрали і вивезли на Грузію, вивезли літаком. І вам теж спасибо огромное.
Так, дякую вам. Нагадаю, що разом з ним вивезли ще 2 громадян Грузії. Сьогодні генеральний прокурор додав, що це не останні люди. Ну, точніше, його прес-секретар сказав, що будуть ще видворення, і їх начебто підозрюють тут, у державному перевороті. Хоча от від вас зауваження про те, що як же так зробили, навіть не допитали. Ну, с точки зрения закона, безусловно, мы имеем дело с абсолютно, на мой взгляд, я консультировался с адвокатами и с правозащитниками, они все как один говорят, что это безусловно, незаконно. То есть нельзя человека взять на улице, накинуть ему мешок и выкинуть из страны, даже если вам он сильно не нравится. А як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Ну, у меня, мне достаточно все ясно. У меня даже нету тут 2 мнений, если честно. Активизировалась политическая борьба между нынешней властью и противниками, так называемой патриотической оппозиции, которая сегодня на Майдане. И вот в рамках, естественно, у нынешней власти есть, вообще у любой власти... Патріотична опозиція, яка зараз на Майдані, це хто? Ну, тобто зараз там залишилися Семен Семенченко и когда мы говорим об Михайло оппозиции, Саакашвили. я предпочитаю обычно разделять на 2 части, потому что они очень разные как по взглядам, так и по ресурсам, и во многом они очень друг от друга отличаются. Прежде всего, это ОПО-блок, вот, бывшая партия регионов, люди, которые, ну, у них свое было другое отношение, чем у нас, допустим, к украинскому государству. Многие из них бежали, получили, ну, все мы знаем эту историю. И, скажем так, ну, такие партии, как «Самопомощь», «Рух новых сил», ну и так далее, и тому подобное. То есть, ну, другие люди, которые не выступают за сближение с Россией, а наоборот, скажем так, в чем-то даже более, может быть, воинственно настроены, ну, они все, опять же, имеют свои мнения. Вот. Но я хотел бы все-таки тут подчеркнуть, возвращаясь к вашему вопросу назад, да, что почему это происходит, тут, безусловно, у любой власти в любом государстве всегда есть больше ресурса, чем у ее оппозиции. Вопрос, применит тогда этот ресурс или нет, он зависит исключительно от сдержанности и уровня законопослушности и демократичности этого государства. Если у меня нет никакого сомнения, допустим, в Норвегии или в Германии на данном этапе, допустим, власть бы не применяла такие действия, то в Украине, скажем так, этот порог, он чуть-чуть ниже, и уже сейчас власть задействует различные незаконные средства давления на активистов или тех, кто у нее ассоциируется с активистами. Возможно, это люди абсолютно случайные, такие как Давид, ну, на мой взгляд. Зрозуміла вашу позицію. Це тиск. І хочу долучити до нашої розмови Гелу Васадзе. Гела Васадзе, політолог з Грузії. Вітаємо вас. Спасибо, что вы вышли с нами на связь. Гела, расскажите, как эта вся ситуация с депортацией сторонников Саакашвили выглядит в Грузии? Ну, мне сложно сказать, как эта вся ситуация выглядит в Грузии. Я могу сказать только свое личное. Чисто по-человечески, с моральной точки зрения, я считаю, что это сложно. Откровенно буду. Что касается политических моментов, это проблема украинского государства. Дело ведь не в том, что я думаю или что думают там жители Грузии об этом. На самом деле самое главное, что думают об этом жители Украины. И то, что есть достаточно большое количество граждан Украины сегодня, которые считают, что это нормально, это правильно, это уже вот проблема третья, проблема общества. Понимаете, в чем дело? То, что агрессия Кремля, агрессия России против Украины, и то, что в борьбе с Кремлем Украину поддерживают тысячи и даже миллионы людей по всему миру, прежде всего на постсоветском пространстве, в Грузии в том числе. Ведь поддерживают не потому, что... Ну, в Грузии, допустим, там есть причины, но не потому, что там Россия не нравится, Украина нравится и так далее, у большинства людей, а потому что понимают прекрасно, что за Украиной правда. Но вот когда вот эта правда нарушается, когда понимаешь, что неправильно поступают те, ну, из-за которых просто-напросто, я знаю многих, в том числе и они спали ночами во время революции достоинства, следили, переживали
переживали за каждый шаг Украины, за каждую... И, честно говоря, ну, обидно. Я думаю, что Дякую. вы чувствуете обиду. Дякую вам дуже. Гела Васадзе, політолог з Грузії, був з нами на скайп-зв'язку. Цвіаріелі. Тут 20 секунд. Вы знаете, во многих разговорах с грузинами, частных, скажем так, на кухне, все время проскакивало, что реально Украина – это сегодня самый близкий народ, и это было настолько тепло и чувствительно, что я думаю, что не стоит как бы в этом сомневаться. Безусловно, для грузин Украина это является как будто часть Грузии. То есть они очень волнуются за происходящее больше, чем кто-либо другой, больше, чем евреи, поляки или любые другие люди. Ну, може, бо також стикнулися з російською агресією. Дякую вам дуже. Цвіаріелі був гостем нашої студії. Нагадаю, що ми намагалися почути позицію влади, зв'язувалися для цього з речниками СБУ, МВС, прикордонної служби, міграційної служби. Вони всі відмовилися виходити з нами на зв'язок в цей ефір. Обмежились тим, що заявив сьогодні Генеральний прокурор, і ви мали змогу це почути. Я говорю вам до побачення ненадовго, о 21:30. Знову зустрінемося у цій студії.